Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Будет ли проявляться к вам загаданный человек? Загадайте, пожалуйста, на себя, на мужчину и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Интересного персонажа вы загадали. Мне идет информация, что он к вам проявляется, но проявляется как-то очень странно. Знаете, шаг вперед и два назад, да, либо два в сторону, два вверх, два вниз. Какой-то с остановочками мужчина, да, движение с остановками у него идет. Вы ему очень нравитесь, безумно нравитесь. У кого-то даже так отыграется, что мужчина как теряет самообладание, когда он рядом с вами присутствует. Мужчина и робеет, и бледнеет, и краснеет, и язык у него, знаете, как будто бы к небу прилипает. Ему очень сложно в вашем присутствии быть самим собой. Тут либо страх, скажем так, не понравится, произвести дурное впечатление. Знаете, так думает, ой, сейчас что-нибудь лишнее скажу, она раз от меня отвернется, да, либо я ее вспугну. Либо мужчина действительно вот млеет, да, млеет в вашем присутствии. Здоровый, половозрелый мужик просто млеет в присутствии маленькой хрупкой женщины. С ним такое впервые. Ему это очень нравится, знаете, как будоражит кровь. А с другой стороны, он просто сам от себя в шоке. Он говорит, ну как же так, ну как же так, ну что в этой женщине такого волшебного, что я теряю самообладание, что я словно какой-то глупый юный мальчишка, да, так себя веду. Есть еще какой-то человек, который в курсе его симпатии в вашу сторону, и этот человек его прям, знаете, пинками толкает в вашу сторону. Говорит, ну дурак ты, дурак, да, проявляйся, давай, покажи свой интерес, пригласи ее, куда-нибудь своди ее, проявись в конце-то концов, ты же ее потеряешь. Не женщина, а богиня, да, ты ее потеряешь. Вот. А он прям стесняется, комплексует, не знаю, похож на такую, знаете, черепаху или страуса, который голову в песок засовывает. Да, интересный товарищ. Ну, у кого-то прям отыграется, что он прям любит вас, видите, сердце держит. Любит и любит, причем давно. Да, то есть это не новое, не свежее чувство, а чувство, которое прям укоренилось в его сердце. Да, укоренилась. Может быть, вы загадали на мужчину, с кем вы вместе работаете долгое время, да, долгие годы, либо по соседству проживаете. Да, он давно вас любит, давно, а сейчас ему как высшие послали шанс, дали ему такую возможность, включили зеленый свет, чтобы он мог вам проявиться. А он стоит, жеманничает и упускает эту возможность. Вы ведь себя спросите, вы же не сразу на него внимание обратили? Не сразу. Да, это вас высшие повернули в его сторону. Эти отношения, либо эти будущие отношения, это шанс для мужчины, не для вас. Это ему дали шанс быть счастливым. Это ему дали возможность полюбить королеву. Ну, а он, видите, как притормаживает. Да, притормаживает. Так, по поводу вас. Ну, вы, конечно, переживаете. Вы переживаете, вам хочется, чтобы он к вам проявлялся, вы им заинтересованы, вам он нравится, вам нравится то, что вы о нем знаете, вам нравится его энергетика, в его присутствии вы себя чувствуете очень комфортно, да, и сердечко-то стучит в его присутствии. Женщина вы, конечно, видная, очень видная. Многие мужчины на вас слюнки пускают. Вы не всех замечаете.
Не всех, нет. Вы не зациклены сами на себе, вы не зациклены на том, чтобы там любой ценой создать отношения, выйти замуж и прочее, прочее. Нет, это не про вас. Для вас главное взаимность чувств, для вас главное любовь, для вас главное стремление, да, быть на одной волне, думать об одном и том же, там, иметь одни и те же взгляды. Вот вы этого хотите, родную душу вы хотите. Вы смотрите на этого мужчину, с одной стороны, да, он вам нравится, приятен, а с другой стороны, у вас очень много вопросов к этому мужчине. Да, почему ты так себя ведешь, почему ты то появляешься, то пропадаешь, то ты активный, то ты пассивный. Да, вопросов много. И я вижу, что кто-то из девчонок уже обращался, кому-то обращались, чтобы просмотреть вашу ситуацию. Да, может быть, вы к тарологу обращались, либо какой-нибудь там с ясновидящей ходили, к какому-нибудь магу, да, обращались, чтобы узнать. Ответов у вас практически нет. Либо те ответы, которые вы получили, вы не удовлетворились ими. Поэтому пришли на мою отсыпку. Вам сердце говорит одно, голова другое, а люди, которые вас окружают, говорят совершенно третье. И вот кто-то прям растерян и прям как даже мучаетесь этим, кто-то прям покой потерял. Кстати, есть девочки, которые в треугольных отношениях находятся и загадали на того, с кем вы в треугольнике. Да, вам непонятны его мотивы и непонятны его дальнейшие действия. Но я вам так скажу, я вижу, что он заинтересован вами гораздо больше, чем вы им. Вот это точно я вижу. Также я вижу у него достаточно загруженную спину. То есть у него там за спиной прям какая-то семья. Это могут быть родители, это могут быть его бывшие, дети, какие-то обязанности, может быть, он у вас бизнесмен, и эта семья, это как коллектив, которым он управляет. То есть у него очень большая загрузка, очень много физических затрат у него идет на этих всех людей. И они опять же тянут его к себе, он тратит на них много времени, не вытягивает, понимаете, он в данный период времени не вытягивает отношения с вами и ответственность за этих всех людей, которые у него там на спине сидят. Планы у него, конечно, далеко идущие. Смотрите, вы для него звезда, которую он решил покорить. Он мечтает об этом. Он мечтает, вы знаете, схватить вас в охапку и куда-нибудь увести там, где вы будете вдвоем, там, где вам будет хорошо, там, где вы сможете расслабиться, довериться и поговорить хотя бы с этим человеком. Знаете, в этой отсыпке он как будто бы к вам обращается и говорит: пожалуйста, не спеши, подожди, дай мне шанс. Вот я сейчас со своими тут этими спиногрызами разберусь, немножечко освобожусь, и я окружу тебя романтикой, я окружу тебя возвышенными чувствами, ухаживаниями, признаниями, лепестками роз, шикарными ресторанами, дорогими подарками. Да, ему хочется вас баловать, ему хочется вас не подкупить, а скорее как доказать, что он достоин вас. Знаете, как-то неудачно, все у него неудачно сложилось. Здесь и сейчас он себя за это ругается с этими спиногрызами, что вот они прям такие не самостоятельные, такие от него зависимые, сами ничего сделать не могут. Злится на судьбу, что в такой ответственный момент, когда вы к нему повернулись, когда вы ему, скажем так, подмигнули, протянули руку, он, видите, занят, в каком-то болоте застрял. Да, девчонки, интересно. Так, если вы загадали на несвободного человека, то здесь однозначно он решил связать свою судьбу с вами. То есть вы для него вот прям путеводная звездочка. Вы его роковая женщина. Там в семье ничего его уже не держит. Там уже давно нет чувств, там нет близости, да ничего нет, пустота там сплошная. А ему хочется быть счастливым, очень хочется. Смотрите, даже не так. Не просто хочется быть счастливым, ему хочется любить и быть любимым. Ему хочется
самому себя почувствовать счастливым и женщину сделать счастливой, то есть вас. Вот хочется заботиться, хочется ухаживать, хочется там широкие красивые жесты делать. Вот что ему хочется. Подругу, понимаете, подругу жизни ему хочется. Вот, вас он выбрал. И еще раз повторюсь, мне почему-то вот прям идет информация, что это любовь не первого дня, да, то есть как бы давно он за вами наблюдал, либо давно он вас где-то видел, может быть, в прошлом когда-то вы встречались, запали ему в душу. И вот, пожалуйста, судьба дала шанс к вам приблизиться. Его отвлекают от вас, очень сильно отвлекают те, кто у него за спиной стоят. Он готов, понимаете, он готов на все ради вас. Но он такой ответственный и порядочный человек, что он не может оставить тех, за кого он поручился, либо взял ответственность. А они прям этим пользуются. Сидят у него на шее и, знаете, погоняют, как кобылку погоняют. Будет ли он к вам проявляться? Да, он будет к вам проявляться. Опять, еще раз повторю, он уже к вам как-то проявляется. Пусть по чуть-чуть, пусть там по миллиметрику движется в вашу сторону, но тем не менее движение уже начато. Это движение, оно будет ускоряться, нарастать, мощность этого движения будет пульсировать вокруг вас. Просто дайте ему время. Дайте ему время, чуть-чуть, там он не требует там, месяца, года, нет. Ему совсем чуть-чуть нужно времени, пару недель. Он уладит эти все вопросы, да, отсечет этих спиногрызов и будет заниматься только вами. Кстати, у кого-то отыграется, что у мужчины, например, горячая пора на работе. Да, ему нужно везде успеть, все дела поделать. Он ведь понимает, да, он взрослый, нормальный дядька, он понимает, что если на работе у него там, извините, будет шляпа, то у него не будет средств, чтобы за вами красиво ухаживать, чтобы водить вас в достойные вас места. Да, не просто в какую-нибудь там тошниловку съесть бутерброд, а отвезти в хороший ресторан. Да, не просто какой-нибудь там бурды выпить, а хорошего вина, например, там, либо дорогого элитного шампанского. Вот правильно он думает, правильно он приоритеты расставляет. А вы очень спешите. Вы такая дамочка горячая. У вас нетерплячка, да, вы говорите, он не проявляется, значит не любит, значит я ему не интересна. Нет, девочки, нет, абсолютно нет, вы ошибаетесь. Этот мужчина будет очень красиво за вами ухаживать. Смотрите, он будет перед вами преклоняться, он вас на пьедестальчик будет ставить, знаете, как молиться на вас будет и пылинки сдувать. Сейчас, да, у вас идет такая острая фаза, когда вы для себя будете принимать решения. У вас, кстати, еще кто-то там за спиной прячется. Может быть, у вас уже есть другой ухажер, либо появится в ближайшее время. А может быть, это ваш муж. Да? То есть у вас вот как выбор даже будет стоять. С кем быть, да? С кем в отношениях состоять. На этого мужчину не грешите. Нет, он все правильно делает. У него очень правильный такой стабильный метод, подход к жизни. Пусть зарабатывает, пусть разберется с теми, кто вам мешать может дальше в будущем. И потом уже двигается к вам. Намерения здесь очень серьезные. Чувства его стабильные, стабильно развивающиеся. А вы не спешите, пожалуйста, не спешите. Девочки, займитесь собой, займитесь своей жизнью. Да, вот те мужчины, которые там у вас за спиной прячутся, с ним разберитесь. А этот подтянется, не переживайте, даже и не думайте. Я даже не знаю, что еще можно добавить. Я вижу вас парой. И смотрите, как он вас просто вот так вот взял на руки и кружит, понимаете, у себя на руках. То есть с этим мужчиной у вас в будущем идут просто какие-то невероятные фантастические впечатления. Все у вас с этим мужчиной впереди. Не форсируйте события, не накручивайте себя, дождитесь его, дождитесь, пока он сбросит вот этот груз, да, груз, который его тянет назад. Хорошая отсыпка, очень позитивные эмоции, очень теплый песочек. Мои милые, у вас вот она, счастливая картинка, да еще вправо клонится. У кого-то прямо отыграется, что вас ждут прекрасные отношения с этим человеком.
прекрасные, стабильные отношения с этим человеком. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.